терапия в неонатологии по компоненту обучения за рубежом в рамках республиканской бюджетной программы 005. Это университет. Мы были с 9 декабря по 20 декабря в университетском медицинском комплексе Медипол. Нас было из Казахстана 20 докторов, и мы проходили стажировку в двух разных клиниках, филиалах Медиполя. Это вот так выглядит организация, Медипол Мега, точнее, если сказать, это вот здание так выглядит, и это вход, регистратура, зал ожидания. Цель нашей стажировки, основной целью стажировки было изучение и внедрение передовых технологий в области интенсивной терапии новорожденных, повышение профессиональных компетенций, включая профилактику внутрибольничных инфекций и управление критическими состояниями у новорожденных. Программа обучения, то есть стажировка охватывала как теоретические, так и практические аспекты. А, Хочу обратить внимание, что этот слайд, наверное, всем знакомый, да, слайд. Это результаты, да, отчет ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Национального института за 2021 год опубликованы. Мы видим, что здесь смертность у нас составляет 5 промилле на 2020 год, а в Турции также 5 промилле, да, если остановиться на статистику. Также я хочу здесь показать структуру неонатальной смертности за 2022 год. Ну, у меня, к сожалению, 2023 года за весь год нет информации. Это вот я хотела сравнить по весовой категории. Если коллеги, микрофоны, пожалуйста, отключите. Экстремально низкая масса тела от 500 до 1000 грамм у нас составляет 1%. Да? То есть у нас 37% смертность, то есть выживаемость составляет у нас, здесь у меня вот 53%. В категории, как вы видите, от 1000 до 1500 это 16% смертность, выживаемость составляет 86%. Ну вот статистику вы видите, не буду, наверное, зачитывать. Это вот с правой стороны нам дали только по одному организации, это Медипол Мега, за 9 месяцев за 24 год. Здесь микрофоны, пожалуйста, отключите. Медиполь Мега вот за 9 месяцев 24 год. Там рождаемости нам полностью не дали количество рожденных детей, так как к ним поступают дети из разных стационаров, поэтому они дали нам количественные такие показатели. То есть с 22 до 24 недель к ним поступило 7 детей, из них двое умерли. Это выживаемость составляет в этой категории 71,4%. 25-26 недель это 13 поступило, выживаемость составила умершие 6, то есть выживаемость составила 53,8%. То есть и так далее. Вот здесь, если посмотреть от 29 до 30, 32 ребенка поступило, из них двое умерших, составила выживаемость 93,7, а 42 и выше, то есть доношенные дети, всего лишь один ребенок поступил, так как это они связывают, что это частная клиника, другие стационары, ну, большинство в реанимацию у них, ну, как бы такие тяжелые дети не поступают. Это количество детей, которые прошли через отделение интенсивной терапии новорожденных. То есть здесь выживаемость составляет 100%. То есть такая краткая статистика. Теперь вот теоретическая часть. Да? Теоретическая часть у нас составляла, что мы ежедневно, конечно,
А, Сначала обходы у нас были, но после обхода мы с профессором Гунджа каждый день и с докторами отделения обсуждали пациентов, обсуждали в целом клинические протокола, тактику ведения, в структуру организации, в целом организацию отделения работы организации отделения интенсивной терапии. То есть вы видите на картинах, что у меня в основном сейчас презентация будет как слайд-шоу, да, я хочу, чтобы показать все с фотографиями, чтобы вы ощутили себя тоже в Стамбуле. Вот мы в мини-группах, 5 человек, 5 неонатологов с разных регионов попали в одну группу, и мы каждый день обсуждали парентеральное питание, лечение, то есть каждый день после обхода у нас, если были вопросы, мы могли в узком кругу обсуждать. И вот видите, это вот обходы наши, вот у них парентеральное питание, рентгены, смотрели снимки, потом анализы у них есть, можно посмотреть, каждый врач может посмотреть у себя в телефоне, как и мы, да, когда мы МЕД смотрим, у них вот анализы, фосфор там смотрят, в динамике, видя диаграммы, видят, это снижается или увеличивается и так далее, и анализы, то есть мы каждый день все анализы вот так теоретическую часть обсуждали, и вот такие мы и каждый день по одному гайдлайнс, через гайдлайнс мы смотрели протокола, открытый артериальный проток, лечение, особенности. Вот здесь, например, ибупрофен дозу, индомитоцин дозу, как они ведут, сколько дают, сколько времени, как идет у них контроль, да. Вот эти все моменты мы в теоретической части обсуждали. И нам вот все эти протокола мы могли скачать и получили все вот эти гайдлайнсы, протокола на свои электронные почты. Ну, сейчас в основном это я хочу поделиться практической частью. Это, как вы видите, вот эти с левой стороны, если у меня указка лазерная будет, вот, эти бутылочки, они маленькие, разного цвета, это для бак-посева. Это такие уже готовые среды, анаэробные, аэробные, отдельно для грибков, то есть у них есть отдельные среды, и здесь, вот как вы видите, шприцом они показали достаточно 0,5 миллилитров крови. И вот такие вот, как вы видите, микроконтейнеры, они все анализы, общий анализ крови, даже коагулограмма, вот это вот то, что держит в руках, это вот коагулограмма, да, пробирка, как вы видите. Здесь видно 0,5 миллилитров, то есть 0,5 миллилитров хватает им сделать анализ. Здесь все у них автоматизировано. Сейчас я далее покажу пневмопочту. Через них вот все как бы бесконтактно можно посмотреть происходят все вот эти лабораторные движения и получают результаты. И в компьютере можно сразу посмотреть микроскопию мочи, микроскопию клеток. То есть здесь у них все специалисты разные сидят и сразу могут дать на базу все результаты с вот такой распечаткой, и даже микроскопические данные они тоже дают. Здесь вход отделения, вот стоит большой, вот, где все сенсорно, вода, там, мыло, антисептики, крем, даже губки стоят одноразовые, салфетки, все у них сенсорно, видите, вот огромные такие раковины стоят у входа в отделение интенсивной терапии новорожденных. Потихонечку мы уже заходим в отделение интенсивной терапии, Медипол Мега. Вот здесь мы видим, что это место новорожденное, да, где находится, видите, вот такие кресла у них, индивидуальные столики у каждого пациента. И хочу отметить, что у них во всех палатах все дети, независимо от срока гестации и веса, все они лежат в кувезах. Вот палата так выглядит. Далее у меня, наверное, будет сейчас еще побольше фотографий, где можно будет увидеть одну палату. Вот эта вот палата, все двери сенсорные. Заходим,
И посередине есть вот такой столик, и с двух сторон вот такие вот раковины, где есть салфетка, антисептики, все как бы сенсорно, вода, мыло, все как бы можно, ну, с двух сторон. Здесь медсестры, ну, перед всякими манипуляциями можно здесь, не отходя от кассы, как говорится, руки помыть, обработать, и к пациенту можно подходить. И посередине есть компьютеры, все документы, то есть на посту медсестра никуда не покидает эту палату. В каждой палате есть, у них 8 таких палат есть. Ну, у входа стоит такие индивидуальные процедурные столики. Вот здесь во всех полочках у них есть все необходимые дополнительно ИМНы для детей. То есть они, если что-то надо, в другие палаты, куда-то еще, они не ходят. Все то, что необходимо для детей, есть в каждой палате. И вот так выглядит у них парентеральное питание проводится, все защитное, да, как вы видите, специально мешки солнцезащитные, даже шприцы, видите, да, что они вот оранжевого цвета, везде все, идентификацию соблюдают, название пациента, имя пациента, название препарата, доза, время, здесь все зафиксировано, и как бы перепутать невозможно. Вот здесь я хочу отметить, что вот в каждой палате есть одно такое место для поступающих детей в отделение интенсивной терапии. Как вы видите, уже аппарат ИВЛ подключен, готов, да, к запуску. Здесь мониторы, кувезы, все подключено. У них все одноразовое. Сейчас я буду далее на каждую деталь останавливаться. Вот с левой стороны вы видите, что вот сверху, да, вот посерединке видно, что сверху стоит желтый, как так скажем, поднос, да, или лоток. Внутри оно содержит вот такие вот специальные бутылочки для посева, микроконтейнеры, вот такие периферические катетеры, даже есть назальные канюли, салфетки, все шприцы, скарификаторы, шапки, то есть все необходимое для ребенка, который поступил вновь. То есть здесь уже они наготове. То есть они ожидают, но в этот день, например, никто не поступил. Но вот так в каждой палате такая готовность. Вот если мы посмотреть, вот назальной канюли, где подключается, оно, стерильность соблюдается, она в пакетике. Мы спросили, если вдруг вот в течение 3 дней, ну, сколько дней меняются контуры эти, которые собраны, они сказали, в течение 3 дней, если не поступит, это все меняется. Ну, вот такая готовность к поступающим детям. Следующее в отделениях, ну вот достаточно вот возле двери вот манипуляционный столик, есть такие ведра, то есть у нас иногда бывает, что у нас в палатах все ведра, вот эти инвентари А-класса, Б-класса, С-класса и так далее, у нас все они маленькие, да, но у них, вот, как вы видите, очень большие-большие для подгузников отдельно, для перчаток, то есть они большие контейнеры, и педаль удобно, и дверь открывается, то есть не соприкасаемся, то есть здесь все как бы удобно, и здесь большие такие в палатах есть напоминалки, опять по ВОЗу, что когда нужно руки обрабатывать. И возле каждого пациента, это вот общий для палаты, сейчас, наверное, есть рисунок, где возле каждого пациента также имеется класс А и класс Б. И как вы видите, вот здесь вот возле кувеза у каждого ребенка с датой, да, когда это установлено, вот здесь есть маленькие такие для колющих Б-класса контейнеры у каждого пациента. Есть в каждой палате весы, но хотя у них все кувезы, это вот не для ребенка, они там памперсы и другие вещи, сказали, буду измеряют, но кувез, он уже встроенный с весами, то есть эти весы, они стоят, не взвешивают там детей.
И КОС-КЩС-аппарат тоже стоит в палате, не в каждой палате. Справа, вот для 8 палат, вот в одной палате имеется такой КЩС-аппарат АБЛ-800. Хочу обратить ваше внимание, возле каждого кувеза имеются вот такие вот точки, электроточки, да, хватает им вот очень много электрических. И возле каждого пациента, видите, уже подключены Боброва, да, с амбу, с мешком, которые уже тоже в пакетике, стерильные. Также вот аспираторы стоят. Эти аспираторы, сейчас я вот здесь скажу дальше, и возле каждого пациента вот есть антисептики, вода для заполнения это, кувезов, перчатки разных размеров, то есть аспирационные катетеры, все возле пациента находится. Вот это, например, стерильная вода. Вот специально я отдельно сняла 1 литр, да, объем. Вот таких вот 2, видите, стоит возле каждого пациента. Это для кувеза, для увлажнителя кувеза, да, стерильная вода, не дистиллированная, как у нас многие пользуются, у них стерильная вода. И хочу обратить внимание, что вот этот аспирационный катетер, вот этот как бы объем, посуда вот эта, она одноразовая. Внутри, если посмотрите, это мешок внутри вот этого стаканчика, она по объему, она как бы не маленькая, но там есть специальные, которые влага впитывают, порошки, они, когда заполняются, порошки увеличиваются в объеме, и медсестра потом каждые сутки, оказывается, меняется. То есть она сразу вот это, то, что держит в руках, эта медсестра выбрасывается и устанавливается. Это одноразовое, то есть новые каждый день, новые вот такие со шлангов вместе. То есть шланги они не обрабатывают, все одноразовое. И вот то, что вот здесь, это для обработки медизделий, да, аниус, если вы видите, вот здесь в каждом, возле каждого кувеза есть такая. И вот, вот здесь вот эта вода, которая возле аспирационного катетера, вот эта вода, она стерильная вода для увлажнителя ИВЛ аппарата. И вот здесь такая вот катетеры специальные, вот такие вот как трубочки стоят, установили они вот на держателе, и там есть очень удобно для аспирационной катетеры, находится тоже возле пациента. Вот так мы каждый день ходили на обходы в верхней одежде, только маски одевали, руки обрабатывали, и с докторами вместе, там есть и помощники врача, резиденты, все вместе с портативным таким компьютером, аппаратом мы ходили в отделение, можно посмотреть сразу и рентген, все анализы. Здесь у каждого врача, на каждого пациента есть такой лист, где там отмечается там имя, фамилия, имя пациента, вес, там на ИВЛ или на СИПАП, кратко пишут там режимы, и если взяли общий анализ крови, результаты коротко пишут общего анализа крови, здесь КЩС-анализы. 2 КЩС-анализа, здесь они пишут утренний, и если в динамике взяли, то в динамике пишут, и какие данные нужны, диурез, что они делали, кратко вот здесь ПЧД, вот эти показатели, у них у каждого пациента есть такой лист, и с таким листом дежурные врачи, помощники врача докладывают профессору. И возле каждого пациента мы обсуждаем каждый анализ, параметры, дальнейшую тактику, какие-то если новые назначения, то там возле пациента все они обсуждают, и врач, помощник врача записывает, и параллельно здесь резиденты в этом компьютере то, что необходимые там, для себя быстро записи сразу на месте делается. В отделениях есть также УЗИ-аппараты портативные для отделения интенсивной терапии пациентов, проводится нейросонография, эхокардиография и так далее. И вот мы во время обхода мы могли посмотреть и базу данных, да, каждого пациента. То есть и с нами ходила все время переводчица, так как они все разговаривали на турецком языке, переводчица наша.
Она, Айла ее зовут, она нам переводила все наши вопросы и комментарии, ответы наших турецких коллег. Это вот это палата-изолятор. Когда у ребенка подтвержденная инфекция, или же ребенок там требует изоляции, у них имеется отдельный отсек палаты-изоляторы. В каждой палате есть вот такие раковины, БА-классы, да, для отходов, мониторы, все также мини вот такие палаты для одного пациента. Таких у них имеется несколько, 6, по-моему, палат отдельных изоляторов. Вот так у нас выглядит это. Вот возле меня они сидят медсестры. То есть в каждой палате постоянно есть медсестры. То есть если кто-то выходит, но в любом случае трое-двое остаются в палате. У каждого есть свои пациенты. В этой палате есть, вот как вы видите, по кругу 9 кувизов находится. 9. Это вот чисто палатные медсестры. Вот так выглядит у них такой пост, да, посередине, и у них есть и компьютеры, все есть в палате. И хочу показать, что внизу это листы, которые заполняют медсестры для каждого пациента. Здесь и температуру отмечают, все показатели, и кратко пишут по времени, как видите, да, как врачи, они пишут сами дневники. Вот здесь все показатели, то есть этот лист, если вот так открывать, он как бы по А4 несколько на 6-7 страниц получится. То есть на каждого пациента одна медсестра суточная, она вот полностью, видите, кривые, полностью мониторинг состояния. Эта медсестра сама заполняет на каждого пациента. Мы также смогли увидеть последний день стажировки, предпоследний день, да, 2 дня мы могли увидеть этого пациента, это доношенный ребенок. И, как вы видите, здесь первый КЧС по листу, да, 6,9, ПЦО-2 93, да, вот здесь, если вы видите, я чуть-чуть туда подниму, БЕ минус 9,9, лактат 10,3. То есть такой пациент поступил к ним, они начали гипотермию. У них есть такой гипотермия аппарат. Ребенок, как вы видите, в сосках на самостоятельном дыхании без дополнительного кислорода проводится гипотермия. Ребенок, конечно, была такая дрожь, да, в динамике мы видели, и мы спрашивали, ребенок давал судороги или же получает противосудорожную терапию. Они сказали, во время гипотермии они как бы без подтверждения, они не дают противосудорожную терапию, и сказали, что гипотермия это и есть как бы лечение, поэтому ребенок полностью получает свое лечение. Вот так вот в динамике КЧС. Они вот так в листе все вот эти данные ежедневно каждый врач отмечает. Это врачебный лист. Так. Здесь хочу отметить, показать, что вот с левой стороны нам вот недоношенный ребенок, это один из двойня поступила у них, 23 недели, 23-24, если не ошибаюсь, один из них 540 грамм, один 600 или же 700 грамм. Вот этот ребенок вот находится на неинвазивной вентиляции, канюли, я на них еще подробно буду дальше останавливаться. Но обратите внимание, вот здесь пальцы рук, они черные. Нам сказали, что обнаружено тромбоз лучевой артерии. В общем, они как лечение, они дают дополнительно консервативное лечение ведут. И вот здесь они стерильный пакет одели, и внутри вам видно, нет, внутри вот эта трубка, это кислород Боброва. Туда, как кислородная терапия, да, баротерапия или называется, у них сосудистой хирургии все вот эти тромбозы лечат вот таким образом.
Ну, мы в динамике не смогли увидеть, как динамика, но пару дней ребенок 2 раза в день, вот так вот 30 минут, руки, вот видите, в пакетике, и там помещается кислород стопроцентный, вот здесь все заклеено, и ребенок, получается, ну, как бы вот здесь есть стопроцентный кислород. Дополнительно, если надо без ВЖК ребенок, то они Кликсан, оказывается, подключают, но это строго по назначению. Я специально вот за фотографию вставила, это у них, в основном у них режимы SIPPV, режимы для экстремально низкой массы тела используют. Все вот эти дыхательные контуры имеются во всех аппаратах, фильтры дыхательные. Хочу показать вот здесь, что вот подключена назальная канюля. Таким образом, да, вот то, что они специально мягкие, сейчас подробно еще будут. И хочу вот здесь показать, что есть такие датчики специально для пульсоксиметра, да, они одноразовые, мягкие, и как бы как у нас они не тяжелые и ожог не вызывают, вот здесь они полностью безопасные. И у всех детей есть такие датчики, там во всех мониторах сразу все показатели ЧД, ЧСС, сатурация, АД, и также сразу же ЭКГ записывается у них, у всех детей. Этот ребенок вот лежит, живот немножко подвздутый, 2 раза прооперированный, у ребенка был тяжелой степени НЭК, 2 раза операцию провели, но уже в динамике ребенка начали кормить, это больше месяца ребенок лежит, и вот желудочный зонд, он уже чистый, и как у нас не шприцы, вот здесь есть такое, ну, как бы стерильные, специальные вот такие целлофановые емкости. Ну, вот здесь я показала. Есть, ну, есть такие еще, они также таких детей вообще в каждой палате, они имеют такую возможность, что они там же могут искупать ребенка. Это отсек, там же в отделении внутри находится. У них сразу хочу сказать, что все препараты централизованно разводятся, все препараты готовые вот таких вот лотках приходят полностью. Вот здесь все данные ребенка написаны, да. В этом лотке видите и антибиотики, там все вот эти препараты уже подписанные, каждому пациенту они дают. Когда вот раздача идет возле каждого пациента, с правой стороны, если видите, белые лотки, они одноразовые. Например, кувезу они оставляют возле кувеза, и медсестра постовая сама делает. Вот этот вот с левой стороны, это такой, возле регистратуры находится комната, это здесь полностью имены здесь есть, и некоторые препараты есть, но эти препараты, вот эти все двери, они закодированы, их невозможно открыть, все с ключами, то есть здесь не замки стоят, как вы заметили, если, это специально такие, как холодильные камеры, но вот здесь есть экран, врач делает назначение, или же медсестра, например, надо ребенку там какие-то даже желудочный зонд, да, в палату надо взять, они на каждого пациента, есть специальная медсестра с кодом, заходит и на каждого ребенка списывается, и тогда какой нужен ИМН, та дверца и открывается, и есть возможность. Она сразу падает вниз, или берут они, ну, в общем, все как бы у них централизовано, все электронизировано, ну, у них такая система. И мне понравилось то, что вот в этой комнате есть такая доска, и они вот такие мониторинги проводят, сколько там ребенок для отделения интенсивной терапии антибиотики использует, столько там имены потратили. То есть для себя они ведут такой мониторинг, это сказали медсестры, ведут такой мониторинг. На доске все у них каждый месяц такие вот меняют, дают показатели, прям любой человек может посмотреть. Это отдельный отсек, также внутри отделения находится, это молочная комната у них, хранение, точнее. Там стоит 2
холодильника. Одна это морозильная камера, один холодильник. То есть сначала есть специальная комната, где могут родители сцеживать молоко, и потом дают им такие одноразовые посуды. Полностью, видите, идентификация, все время, сколько миллилитров, все на каждого пациента. У них не донорское молоко, это каждая мама для своего ребенка сцеживает и оставляет. Они хранятся в морозильной камере. Потом для размораживания вот такие есть специальные емкости с водой. Помещается сюда одна вот молоко, да, как вы видите, несколько штук. Потом там они немножко размораживаются, потом они вытаскивают и дальше при комнатной температуре доводят до нормальной температуры. Вот таких одноразовых посудах, это не бутылочки, но стерильные одноразовые посуды. Здесь тоже готовые смеси, кто смесью кормится. И вот здесь тоже все этикетка, кому, сколько миллилитров, все вот здесь расписано, а внутри вот здесь теплая вода. Здесь вот специальные есть у них для некоторые дети, которые имеют после операции или же когда имеются проблемы с питанием, да, с глотанием и так далее. Они сказали, у них, так как есть очень много родственных браков, есть генетические заболевания, неврологии очень много, дети есть, которые не глотают, не сосут, поэтому у них есть специальные эти аппараты, которые можно дозированно титрованием давать через зонд кормления. Вот здесь вот, например, ребенок, я хочу показать, что у них все, каждый лейкопластырь, каждое вот то, что они клеют, как лежит ребенок, вот эти пеленки, ежедневно мы приходим, в любое время заходишь в палату, все в чистоте, все, прям все, ну, как бы все убрано, возле пациента ничего лишнего никогда нету. То есть вот даже если вот в виде сердечки, да, желудочный зонд медсестры приклеили, то есть это все у них делается все с любовью, аккуратно, для каждого пациента индивидуальный подход. Вот здесь хочу показать вот такие у всех детей доношенные, недоношенные, такие назальные канюли специальные. Видите, они мягкие, нигде не сжимают. То есть здесь и профилактика, да, травмы носа, пролежни, никаких лишних лейкопластеров, как вы видите, нету. Это пациент, допустим, это после операции, и кардиохирургические пациенты тоже лежат новорожденные все в одном отделении. И вот здесь с правой стороны это вот ребенок лежал с пороком развития первого Бена, да, расщелина была у ребенка, то есть проблемы были с питанием, ребенок получает дополнительное лечение, но во время питания они уже ортодонты посмотрели, есть уже пластинка у этого ребенка, и есть у них такие специальные бутылочки, мы специально сфотографировали. Кормят ребенка с первым РБ такими бутылочками. Вот здесь мы смогли сфотографировать, это родильный зал. В родильном зале есть такие открытые столики со всеми вот необходимыми именами. Этот уголочек для новорожденного. Вот здесь полочка, я вот отдельно каждую полочку сфотографировала. В каждой полочке, как вы видите, имеются вот такие одеяла, полотенца, все одноразовое. Даже вот подгузники в достаточном количестве, масла, вот такие эти влажные салфетки. Вот здесь, если видите, маски разного размера, специальные канюли разного размера, и датчики, все, и мэны, все одноразовые, и они все стерильные. Вот здесь все белые полотенца, пеленки, они все как бы они стерильные. Они не одноразовые, но они все как бы упакованные, все стерильно. Это вот вход родильные палаты, так как это частная клиника, у них есть эти палаты для родильниц, да. В дверях вот такая вот в виде цветочка, мы спросили, для чего это, вот какое вот здесь значок, например, один означает, что маски надо заходить, один означает, что нельзя заходить, или специальная диета, или она не ходячая. Есть свои вот эти все, или же там пол помыли. Ну, вот эти вот знаки в дверях означают, что или надо полностью переодеться, все сизы надо одевать, да, то есть вот это вот инфекционный контроль и то, что не беспокоит пациента, или же она лежачая,
передача, все это вот здесь в дверях все указано. То есть у каждого пациента может быть разная ситуация. Вот в палате даже, вот здесь вот видите, что вот родильница, женщина лежит, возле нее тоже есть это для отсоса точки есть, для кислорода, для ребенка, вот видите, то есть система установлена, монитор, все вот отсосы, да, аспирационные катетеры, все вот здесь возле ребенка. И у входа есть такие по грудному вскармливанию, есть показания, там преимущества грудного молока. И вот так вот выглядит это родильный зал, один из них. Это вот коридор, вход в отделение интенсивной терапии. Вот здесь, как вы видите, это все сенсорно открываются эти дверцы. Это вход в каждую палату, таких палат 8. И у них дальше на самом конце имеется одна палата. Там полностью у них есть все вот эти вот аппараты, несколько там УЗИ аппаратов, рентген, там видите защитный щит, доска стоит, все вот эти кувезы. И в одном уголочек есть, где сами могут провести как симуляционный центр мини у них, то есть система, вы видите, вот манекен, ну и возле пациента все, вот манекена все необходимое есть для учебы. И вот такие у них сумки специальные, запломбированные для транспортировки пациента. Их несколько штук было, уже подготовленные. Это вот в коридоре, в отделении внутри находится, это в шкафчиках, как вы видите, все вот эти для кувеза, да, части, да, как резины, вот здесь ну, вот кувес сам обрабатывается, а вот эти вся резиновая часть, которую можно стерилизовать, все находится, ну, у них уже стерилизовано. И вот здесь все датчики, все вот провода, все вот по полочкам у них все вот как бы в маленьких таких емкостях. И как бы удобно для медсестер, когда что-то не ищут, там вот здесь можно спокойно все собрать для поступающих детей. Вот видите, да, части вот резины, которые на дверцах, даже имитаторы, все стерильно, вот так они хранятся в коридоре в шкафчиках. Это вот для обработки специальная комната кувеза. Вот здесь они полностью обрабатывают. Вот здесь у них стиральные машины для себя, вещи стирают. Вот здесь посерединке это специальный аппарат, но это в подвале находится для центра. Здесь они распечатывают стикеры для каждого препарата. Даже мы спускались в подвал, даже у них в подвале вот эти ИМН, видите, да, декстроза, это очень большие шкафчики, и это как бы склад аптечный. Там даже в коробках эти препараты не лежат. Но видите, он защитные есть целлофаны, все подписано, здесь сколько, и все вот таких в ящиках отдельных. И вот такие даже таблетированные в отделении отпускаются централизованно, например, все подписано, доза, таблетка, например, цитотек 200 миллиграмм таблетка, мизопростол вот здесь написано, допустим, да, ну, вот такие у них все подписывают, потом в отделение отпускают. И в отделении внутри, в каждом отделении есть такие пневмопочты. Хочу отметить также, в этом центре она очень огромная. На каждый этаж родильного отсека, это же многопрофильная больница, но где лежат мамы с детьми во всех коридорах, на всех этажах, возле родильного блока, возле отделения патологии, возле мать и дитя, да, мы так называем, возле каждого отделения в коридоре стоят такие транспортные кувезы. На каждом этаже подключенные к сети, то есть на каждом этаже имеются такие транспортные кувезы. Опыты и впечатления — это было усвоить своевременные подходы к лечению критических состояний в неонатологии, включая использование инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки, приобрести практические навыки, работая с высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения новорожденных, также наладить профессиональные связи с ведущими специалистами Турции в области неонатологии, интенсивной терапии, также понять важность мультидисциплинарного подхода в управлении сложными клиническими случаями.
Какие были рекомендации? То есть внедрение полученных знаний, то есть мы будем применять изученные методы, технологии на практике в Казахстане с целью повышения качества неонатальной помощи. Организация тренеров– это регулярное проведение образовательных мероприятий для казахстанских специалистов с приглашением международных экспертов. Также по оборудованию рассмотреть закуп оборудования, аналогично, которое использует госпиталь Медиполь. Там у них есть и закись азота, и все вот эти одноразовые имены. Вот это можно нам тоже рассмотреть закуп такого оборудования. И международное сотрудничество, конечно, это расширение взаимодействия с зарубежными клиниками для дальнейшего обмена опытом. Вот также у нас была команда, у нас была возможность, это наша стажировка дала нам не только посмотреть эту клинику, но дала возможность, мы со специалистами из разных регионов вместе ходили, вместе на занятия вместе ездили. Вот видите, маршруте, да, в автобусе, на метро, везде вместе ходили. То есть у нас была такая сплоченная, так скажем, команда, дружелюбно мы, как одной командой их всех видели везде. И во время обсуждения мы обсуждали не только смотрели как бы турецкий опыт, так скажем, но каждый из нас делились своими проблемами или же с достижениями, или же у кого-то лежит, например, какой-то трудный пациент, да, мы это все вместе обсуждали, рассматривали. То есть эта поездка была для нас очень как бы полезным, и у нас как бы было такое тоже мини-консилиум, могли пообщаться и на этом как бы поделились своими опытами, которые имеются у нас и в Казахстане. В заключение хочу сказать, что стажировка полностью соответствовала заявленным целям, задачам, позволила существенно повысить профессиональность навыки, ознакомиться с лучшими, да, практиками в неонатологии. Также мы хотим поблагодарить Министерство здравоохранения Республики Казахстан и организаторов за предоставленную такую возможность. И вот здесь у нас есть видео, но не знаю, мы. Видео, наверное, как бы могу в чат скинуть, вы можете посмотреть. Каждый из нас имел возможность сказать свое мнение, поделились своими впечатлениями. И в конце хочу сказать «Тешеккур эдерим», «Рахмет». Вот такая у нас была стажировка. Есть вопросы? А, Спасибо большое, Гульбира Бекназаровна. Было очень интересно, очень так инструктивненько, с фотографиями. Все очень доступно, понятно. Спасибо большое за такой доклад. Здесь у нас сейчас подключились еще наши коллеги, которые тоже были в Турции. Если у кого-то есть желание прокомментировать или еще дополнить, пожалуйста, можете сказать Саламатсыздар ма? пару слов. Ага. Құрметті әріптестер, Асанова Лаура Хусейновна, заведующий ОРИТН Жамбылского ОПЦ. Ең алдымен денсаулық сақтау министрлігі ұжымына Бектұрған Құнанбайұлына осындай біліктілікті арттыру мақсатында ұйымдастырған оқу үшін алғысымызды білдіреміз. Турция мемлекеті негізі медицинасы озық елдердің біріне жатады. Осы елде көріп білген озық үлгілерді еліміздің медицинасын дамытуға қолданамыз деп сеніммен айта аламыз.
Рахмет. Здравствуйте, можно узнать, на какие сутки выписывают здоровых доношенных детей? Мы в основном были только в отделении интенсивной терапии новорожденных, так как это платная клиника, смотрит на состояние мамы и состояние ребенка, но в среднем они сказали на 3-5 сутки. Спасибо. В Добрый отделении день. интенсивной Пожалуйста, терапии все без мамы лежат, мамы не лежат там, то есть они из дома все приходят. добрый день. Скажите, пожалуйста, что у них входит в обязательную вакцинацию в роддоме? Какие прививки? Ну, насчет вакцинации мы не уточняли, потому что мы находились все это время в отделении интенсивной терапии, поэтому затрудняюсь ответить. Добрый день, меня слышно? Да, вас хорошо слышно. Мы вас Да, добрый слушаем. день. Меня зовут Адель Сегал, я руководитель центра Комет, Израиль. И я организовывала вашу поездку в Турцию, прослушала ваш доклад. В общем, я поняла, что вы получили нужную для вас информацию, и все, что было нужно, вы по плану получили. Правильно я понимаю? Да, спасибо, ага, да. Да. Мне очень было приятно это все услышать, и я рада, что вы достигли того, что Министерство здравоохранения вот планировало э, по поводу вашей стажировки. Также, в свою очередь, хочу пригласить вас в Израиль на продолжение этого обучения. Аслан Асанова в чате, что-то скажете, да? Всем добрый день. Областной перинатальный центр город Атырау, Аслан Асанлы. Эта поездка для меня вторая в моей жизни. Первая была в Литве 5 лет назад, вторая в Турции. Здесь я хочу сказать, что уже имея практический опыт и имея определенные вопросы, в этот раз для меня была очень полезной и плодотворной поездкой. Тем более здесь были, получается, руководитель научного центра педиатрии Кульмира Бекназаровна, заведующие Ахтубе, заведующие Тараза. И получается, когда мы во внеурочное время ходили, у меня была возможность тоже обсудить практические вопросы, которые беспокоили меня. В плане клиники, конечно, так как она частная, здесь все новое, все есть, там нету такого понятия, что-то имейн заканчивается, что-то где-то разыгрывается, ну, наши, которые повседневные проблемы, которые на самом деле легко решаются. Потом здесь, конечно, статус врача на совсем другом уровне, даже статус тех врачей, которые в отделении, они в основном мало у них бумажной работы, и их выполняют врачи-вопники. Они, получается, после учебы сидят вопниками, вот эту бумажную работу они занимаются, а врачи-специалисты, они ведут этих пациентов совместно с вот этим Узман. Узман – это вот этот, который у нас была, Гонджа Сандал. Очень открытый человек, очень много информации мы получили. Самое основное, вот, которое вот в нашем Казахстане, проблема, я думаю, да, которая выхаживание экстремалов. Здесь вот у них соблюдается минимал хандинг. Они максимально ребенка не трогают, следят за гемодинамикой. Там вот эти двойня, которые лежало, у них были открытые артериальные протоки, и они не торопились их закрывать, потому что это не влияло на гемодинамику.
Потом я был поражен тем, что у них, например, при ПЦО2 больше 50 и pH 7-18, эти дети продолжали лежать на высокопоточных канюлях. И только, получается, при нарастании ПЦО2 больше 60 они переводили на ИВЛ. И максимально быстро старались перевести обратно на NIPPV. Ну и плюс вот эта бариатрическая оксигенация, которая Гульмира Бекназаровна показала, для меня тоже стала новым в неонатологии. То есть они сказали, что в течение 5 дней они проводят эту терапию, потом опять наблюдают. Если эффекта нет, то тогда уже начинают там совместно с ангиохирургом проводить тромболитическую терапию. Но эффекты у них есть. Потом еще вот в этом фотках промелькнуло, у них это их методика, те дети, которые маловесные, э, очень сильно следят за питанием. У них вот эти смеси дорогие, это без проблем, их можно достать, и они детям дают. Вот, ну и, конечно, у них специалисты разносторонние, потому что у них и кардиохирургия, и общая хирургия, и дети из роддомов, получается, все они приходят к ним, они все получают полную медицинскую помощь. Спасибо за внимание. Спасибо большое за дополнение. Разрешите прочитать вопрос в чате и ответ на него. Соотношение медсестер к пациентам был вопрос в чате, и ответили также в чате, что на ИВЛ 1:1, если на СИПАП, то 3-4 медсестры к одному пациенту. У меня такой вопрос, Гульмира Бекназаровна, у них получается ОРН и ОВН, они раздельно, да, не так, как по стандарту сейчас мы стараемся, чтобы это все было одно отделение. У них оно раздельно, да? У них одно отделение интенсивной терапии новорожденных, и оттуда они выписывают, сказали. Потому что у них таких палат по 9 мест, 8 таких больших палат. Есть отдельные палаты изоляции, есть отдельные палаты на левом краю, и там, кто выписывается, они из палаты интенсивной терапии, ну, где они были, постепенно они меняют другие палаты, и кто выписывается, они отдельно в других палатах лежат, и где там и меньше медсестер, да, на посту, и оттуда и сразу выписывают. Это у них вот вместе, у них нету отделения патологии новорожденных отдельных. Это отделение интенсивной терапии, и есть просто мать и дитя, платные койки. Таких у них в Стамбуле очень много клиник, и вот именно в эту клинику, вот то, что поступают дети, мы на их, ну, как бы смотрели, вели, обучались на таких койках. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а мамы ухаживают вот в этом отделении? Они принимают участие в уходе за своими детьми? Ну да, они когда из дома не приходят, каждый день мы видим, что мамы приходят из дома, у них есть отдельные, они вещи свои оставляют, верхнюю одежду, потом в домашней одежде сменную обувь одевают и сцеживают молоко, отдельная комната есть. Потом они заходят в палаты и могут поухаживать за ребенком, если ребенок стабильный. Но которые на ИВЛ, ни одного не видели, чтобы они сами ухаживали. Они могут только, ну, как бы посмотреть, зайти в палату, кенгуру, да, делать, но все вот остальные манипуляции делают медсестры. А уже в палате, когда на выписку готовят, они сказали, что полностью почаще уже мамы там сидят, полностью они их обучают. Потом только когда они убеждаются, что мама справляется, только тогда выписывают. Спасибо.
Дорогие коллеги, остались ли у вас еще вопросы? Давайте, Салтанат Сейитовна подключилась, может, она что-то скажет. Потом у нас есть там реаниматологи, если что-то, пару слов, если хотите, своими впечатлениями можете. Талгат Кажикенович, по-моему, сидит с нами. Это реаниматолог с семей. Скажите, пожалуйста, какую эмпирическую антибактериальную терапию они проводят? И какой комплекс? Каких антибиотиков? Можно уточнить? Ну, не стартовые, ампицилин, гентамицин. И у них, как вы видели, посевы для анаэробного, аэробного, если необходимости нет, они в течение 3 дней решают смене или жалоб отмене. Назначается стартовая, как и у нас ампицилин, гентамицин. Благодарю за ответ. Сұрақтарыңыз, ойларыңызбен бөлісетін кісілер болса, дәрігерлер. Салтанат Сейітовна. В чате вопрос, я его не совсем поняла, но зачитаю. В группе экстремально низкой массы тела какие показатели выхаживания? Я, по-моему, говорила, да, про это? У меня есть. Выживание, да? Да, выживаемость есть показатели. Ну, то есть у них, это же частная клиника, к ним поступают дети из разных организаций. Вот, например, за 9 месяцев они нам дали количество, что, ну, если в целом посмотреть, они по сроку гестации нам дали такие количества, что 22-24 недели это 7 поступило. Но в целом, в среднем, если смотреть, 27-28 недель, выживаемость 87%. Уже 29-30 это 94% составляет, а остальные показатели, ну, около 60-70 выживаемость. У нас в этой категории выживаемость 53, а у них есть выживаемость, если все как бы среднее, если показатель взять, все равно выше, чем у нас. Ну, здесь по количеству, просто здесь очень мало также. Вот из 7 поступило 2 умерших, 13 детей из 25-26 недель поступило 6 умерших, 27-28 очень много поступило, 31 пациентов новорожденных, из них 4, поэтому и составляет 87%. За целый год мы как бы отчет нам не предоставили, нам только дали за вот текущий год, за 9 месяцев. Если больше вопросов не... есть вопрос. Кабинет Катамза, у них есть вопрос? Мгм. Ну, кабинет Катамнези, они сказали, это частная клиника, они могут как в поликлинику обращаться. Отдельно в этом филиале не было катамнестического кабинета. Если больше вопросов нету, хочу еще раз поблагодарить вас, Гульмира Бекназаровна, за доклад и всех, кто присутствовал, дополнял, всех, кто задавал вопросы. Всем спасибо большое. Всем до свидания, до следующего четверга. Sağ болыңыздар. Sağ olunuzdur. Rahmet. Teşekkür ederim.